Uite, pumen cuțcom socum. Ja. Макет ты возьмачешь микуцком. Демонстрация экрана. Так, запись мнеш самым коричка. Ага, тоже мой. Так, ойдовы куцком. Вайндовы джиды. Все прочитали текст? Он лыджи. Берг ты где? Я. Олеша злыща. Ja. Олеша с берегты. Берегты на... Лыджи на берегты? Ага, мой. Щирикяшко тушкескич. Очень хитро улыбаешься, смеешься. Поэтому. Угу. Артем, тон лыджит? Мон лыджит, но мон берегты половину. Джинезе, половину. Угу. Пал это обычно, если есть, то есть это пара, если это пара. Пал это половина вот от пары. От жены это вот половина, если это что-то непарное. Угу. Умой, так, ой, да высоко лыджом, тунне бер помет и люкет. Сегодня уже последняя часть этого рассказа. Учком, ну, ты лыдждыни, то дышкодыни, вы уже прочитали, уже знаете концовку. Умой, Олёш, куцка, пожалуйста. Чукажияс читпала демиос отджилям. Оксана, ювуртыш машины пукшиса, акташ палакошки. Нокин, номыр малпаш злуи, угадыше мезья шундыберган тыщен в ускрыны кошке, кошки дершу изы. Колхозын сокен кысы кужьёс и вални, ветлеке медведлос киндла изъян. Эшо одик уйкылса, Антон вуиз, до раз пыризно, кемаик эз улы, берен быжиса подпиз. Кыжи ужан дишкутен вал, ожи конной дворе чуш паш вуиз, олмар куспын самой шаплы валес, кыцкысавуем шатыр подтыса, акташ палашир тиз. Урамыща демиосыз, оло адже, оло ук, таман валзы тель бугаен куа чиртыле. Берло аджем муртьос веразы, чиньосыз пе шужимем муртлынка дешвал, шуразу учкины и кошки мыт. Угу. Берг тишком. Так. Вот здесь, смотрите, чукажияс и чукаже это одно и то же. Но бывает, почему-то вот эти дни недели могут поставить с лично-притяжательным суффиксом. Чукажияс, например. Угу. Сказал на следующий день. Так. На завтра, да, можно так. Люди видели. Оксана, садясь в машину, которая разводит зерно, уехала в сторону Акташа. Угу. Вот здесь снова, да, возвращаясь, как мы переводим деепричастие. Деепричастие обычно согласуется по времени с глаголом. То есть кошкем она уехала, оказывается, то есть не садясь уехала, а сев уехала. То есть раз глагол основной в прошедшем времени, то логичнее деепричастие перевести тоже в прошедшем. Ага, и вот этот джит пал, это ближе к вечеру, да? То есть вот пал указывает направление, сторона, то есть в сторону вечера, ближе к вечеру. Угу. Так, накину... Никому ничего не сказав. Подождите. Никто ничего как бы не подумал, и все по привычке подумали, что она просто поехала продавать зерно подсолнечника, наверное. Да. Малпаща злуи, веращей вал. Вот тут вроде это причастие, да, но его, то есть никого не было, кто бы подумал, вот так, да, можно перевести. Огдышемезья по привычке.
То есть это про нее. Не люди по привычке, а про нее говорили, что она по привычке. Еще раз, как вот это молпаще злую? Молпаще злую, да, буквально, если это переводить слово в слово, подумавшего не было. Уже не было. Подумавшего не было, но мы это переведем как «никто ничего не подумал». Мгм. Веращайвал, например, да, то есть по-удмуртски Никто мы, ничего не сказал. например, скажем веращайвал, никто ничего не сказал. То есть говорящего не было, буквально переводится, но литературно переведем и поймем, что никто ничего не сказал. Мгм. В колхозе уже не было настолько неотложной работы. Уехала... Так, уезжает... Если уезжает... Ездит. Если едет, то пусть едет. Типа, кому какое дело? Угу. Раз ездит, пусть ездит. Можно вот так перевести. Ветлеке, если ездит, медветвоз, пусть ездит. Угу. Мгм. А не пусть поедет? Медветвоз, пусть ездит. Ветланы многократно. И пусть едет, это было бы медмноз. Угу. Пусть ездит. Угу. Так. Но я в это перевел на русский как спустя еще один день, спустя еще одну ночь. Как бы одну ночь переночевав. Да. Антон приехал, Угу. зашел домой, Угу. и как бы, скажем так, долго там не оставаясь, то есть сразу же обратно выбежал. Да, вот здесь опять глагол улыны, да, в значении не жить, а находиться. Какой-то процесс. Угу. Так, как был в рабочей одежде, так на конный двор шаркой и пошел. Да, или пришел в улыны приходить, да? Пришел. Там взяв, там запрягнув самую быструю лошадь, с грохотом помчался в сторону Акташа. Да. Угу. Так, как бы вы перевели Аламар Куспын? Быстро. Быстро. Да. Просто быстро. Куспын — это вообще про время. Куспын, вот, например, сейчас в чате напишу. Ар куспын в течение года. То есть это про течение, в течение года. В течение года. Потом верашкон куспын. Это уже будет в процессе говорения, то есть вот когда кто-то разговаривает, верашкон куспын потис там, например, да, в процессе разговора. То есть это про течение какое-то. Угу. Мгновение. Да, Оламар куспын, вот у него есть еще тоже такой необычный синоним, кытимар. Не помню, он с тире пишется или нет. Мгновенно, быстро, мгновенно. То есть вот кытимар мне очень нравится, потому что кыти — это где по поверхности, мар — это что? То есть вообще не про время. Кытимар, да, то есть молниеносно. Где-то что-то. Как бы вот можно вот так немножко перевести. Угу. Так, так. Людина, так, на улице. Может быть, видели, может, видят, может, нет. Угу. Он видит. Адямиосыз, да, это у нас аккузатив. То ли видит людей,
то ли нет. Все понятно. Постоянно стигая лошадь. Да, постоянно стигает лошадь. Я не могу это лучше перевести. Так. Нормально. Впоследствии видевшие люди, которые его видели, говорили, что у него глаза, тут я вижу множное число. Ну да, это... Что у него глаза были как у сумасшедшего человека. Да. Так. На него было смотреть страшно. Да, вот здесь, смотрите, кышкыт и кышкемыт. Да, в чем разница? По-моему, уже это обсуждали как-то раз. Сейчас, подождите, напишу. По-русски кышкыт и кышкемыт – это одно и то же, страшно или страшный, да, и прилагательное и наречие. Но в удмуртском языке есть такой нюанс, что кышкемыт – это страх чего-то сверхъестественного. То есть не страх умереть, не страх там, я не знаю чего. То есть глагол кышкеманы есть, и есть глагол кышканы. И они вот как раз отличаются тем, что кышкеманы – это мы, если идем, например, в темный лес и боимся каких-то злых духов там, чего-то потустороннего, это вот кышкеманы. А кышканы – это именно чего-то более понятного. Волка, например. Гондрлэш кышкашко. Но не улескын кышкемашко. Мне вот дискомфортно в лесу, потому что, ну, я не знаю, что там есть. Да, то есть вот есть такой нюанс еще с этим. Умой. Артем Лыджи, пожалуйста. Вуис соп суткалеш кема орчем берегине. Бамыс кыстыш кемын арня чоже имас нянь пыры но тырымте кожалот. Кёсыз вещиш муртлен шамен ко алек яло. Пияш уй куспын дас орлы перешмем кать аджишке. Нокинен вераш кытек валзе коной двор аже юскытек ик кельтиз но бачкаос берты. Бакчаос. Бакчаос гине дор палас кошкиз. Олокеня нунал чоже сое аджишмараш эйвал. Берктом. Пришел он на сутки позже, как только сутки пронеслись. Суткалыш кема орчем берегина, то есть больше, чем через сутки он вернулся. То есть вот он, как ошалевший, умчался куда-то на лошади и вернулся только чуть больше, чем через сутки. Щеки ввалились, за неделю рот крошки да, хлеба. Да, ну, в рот крошки хлеба не клал. Да, подумаешь, кожалот, ну, подумаешь, да. Руки больного человека дрожали. Как у больного человека. Щамен, да, сравнительная конструкция. Его руки дрожали, как у больного человека. Парень в ночь на 10 лет состарился, как было видно. Выглядит, аджишке, да, выглядит, как будто на 10 лет состарился, уй куспын, да, вот опять куспын в течение ночи, за ночь. Умой. То есть здесь, видите, было два послелога, которые про время. Арня чоже могли заменить словом куспын, то есть тоже про неделю, да, время, что это течение в ходе недели. И то же самое
уйку спын, пияш, уй чоже тоже можно было бы взаимозаменяемые, то есть они. Угу. Угу. Так, дальше. Никто не говорил, но тег. Ни с кем не говоря, да, это идея причастия, тег, суффикс. Да, ни с кем не говоря, лошадь на конном дворе распрячь. Не распряг, как же это в прошедшем времени сказать? Не распряг, так и есть. Не распряг, да, но, ага. Оставил не распрягши, да, то есть юскетек – это деепричастие, кельтис оставил, как оставил, то есть вот он ни с кем не разговаривая оставил лошадь, даже не сняв с нее там седло, уздечку и так далее. И огорода только край, я смысл не понял, очистили, очистив ушел. Бакчаос берти. То есть огородами, за огородами. Бакчабер – это за огородами. То есть и ушел в сторону своего дома, дор палаз, да, в сторону своего дома ушел огородами. То есть это в удмуртской традиционной деревне огородами ходят только те, кто не хочет по улице идти, чтобы его заметили. Да, это, как бы немножко тайный ход считается. Тоже все видят, но все равно. Несколько дней его никто не видел. Да, видите, здесь тоже аджиш мараш эйвал. Да, здесь вот мараны. Помните, вот это у нас марым лыща тоже, да, из этой серии названия. То есть мараны, мараш – это просто для экспрессивности добавляется функционально, то есть смысла у этого слова нет. То есть его никто не видел, мы переведем. Но опять тут причастие, как в Малпаща злуи, никто не подумал, а диш мараща и вал, никто не видел. Никто не видел, да. Манечко Мажвань, Марк. Коть кижі метло, скаликлич номере утвати, оламар щамен ваньзе та дилям маралям. Оксана Лен соку антонениз лукічкім'єз берпуметієз вилем, соїн со ожі чиктишкіса келям соє. Актеше менемезно берпуметієз вилем. Антон Лен, а не язли номир вератек маратек, самой коле тирликсе кишете бінялти, но кошки. Но кошка, это повелительно. Но кошки. Акташ іщен, со станція палами, нич машинає покщем нож станція євем. Бере тодмоні, поїзд олокітчино вуттоз. Антон сощори уйшкиса станція є іквуелем, но китин поїздез сутот на пє. То орчитачі вод на пє. Оксана Лен поїздез квать час солещ аж локошки мені. Ярам, що віжми сиче сурашкем дир'я Антон ачіз поїзд уле. Куштичким те. Тіні ожі Оксана гуртичтими, но ашмешая ричтими, но кошкиз. Берктишко. Да, значит, что, да, котики же метло, что бы ни случилось, я так понимаю. Да. Да, когда от народа ничего не скроешь. Вот, да, вот, обо всем узнали. Илям моралям узнали. Ну да. Оламар Щамен это как бы обо всем, да? Оламар Щамен. Да. Ну, по-моему, здесь это все-таки больше каким-то образом все узнали, Ваньзе. Ага, да, каким-то образом. Так, значит, прощание, да, что узнали то, что прощание Оксаны и Антона последнее было. Да, поэтому-то она так и расстраивалась, провожая его. Да.
Чик-тычканы, да? Чик-тычканы глагол. Это расстраиваться, отчаиваться, да. Да, буквально да. ломаться, потому что чигны — это сломать, да. а чик-тычкны — сломаться. То есть... Ну, это первое слово в словаре и есть, да. Ага. Чик-тычкны, да. Ну, то отчаивалась и так далее. И она уехала тогда в Акташ последний раз. Вот, ну да, если буквально переводить, ее поездка в Акташ была последняя, оказывается. Была последней, да, оказывается. Не сказав ничего матери Антона, значит, она самое необходимое завернула в платок и уехала. То есть здесь у нас, смотрите, как написано интересно, да, бинялтно кошку, то есть повелительное наклонение, да, да, не кошке, заверни и уедь. Заверни и уедь, да. Понятно, да. И, значит, из Акташа в сторону, значит, остановила машину в сторону, которая едет в сторону станции, и приехала на станцию. Да, ну села в машину, которая ехала. Села, да, и села, да. Там же поезд, он же ведь куда надо довезет. Куда угодно, да. Куда угодно, да. Там известно, что поезд куда угодно довезет. И Антон, значит, погнавшись за ней, тоже приехал на станцию. Но где там поезд догонишь? Да, сутот. Где там догонишь поезд? И так, мол, всяк, вот напе, ты же видишь, да, как-то вот что-то. Вот напе, успеешь разве? Вот так. Успеешь, да, вот успеешь разве? Успеешь ты разве, да? Успеешь, да. Оксанин поезд уже 5 часов, 6 часов уж как ушел. Да, 6 часов назад ушел, да. оказывается. Да, и хорошо еще, и дальше уже хорошо еще, что Антон тогда, когда чуть с ума не сошел, сам поезд не бросился. Да, вижмы с урачкем деге, как бы в момент, во время сумасшествия, да, сам под поезд не бросился. Сам под поезд не бросился, да, хорошо еще, да. Ну и таким образом Оксана из нашей деревни, из наших краев уехала. Ага, ожи. Вот. Ксения. Да. У меня вопрос. Меня хорошо слышно? Да. Что у меня попадает? Сейчас слышно. Да, слышно. Ага. Я хотела спросить, вот водное, еще раз, как это перевели? Вот успеешь разве? Успеешь разве? То есть здесь... Но это же вроде мол. Успеешь, Нет? Мол? Ну, да, то есть дословно здесь не очень понятен перевод на русский. Ты еще успеешь, мол? Да, вот так можно дословно перевести, но суть здесь в том, что, ну, разве успеешь? То есть тут как бы конкуренция поезда и человека, да, в таком ключе, что тем более поезд 6 часов назад уехал. Ну, как ты успеешь еще на него? Да, вот в таком ключе. За поездом погонишься, да, как-то так. Да. Поняла. Ага. Берломи валамыни малы Оксана сомында шундыберган миртем вылам. Акташин вускарыса сошурес выле кошкынышуса коньдонь люкам. Вот ведь кыжи пияш. Удно малпа, онтонно эз малпалуос. Оксана эс шамины с малпам. Татын улыным он все равно укчида, ас шаерлеш, мезмысаек чакмо. Но шантон моншеры угмыны, солы асла занаес, асла с вордычкем шаерес дунопоте. Солеш люкишкыны узчыды. Огнаме кошкыны узлежи. Шурез выле коньдонно узщёты. Значит, потом мы уже поняли, почему Оксана так много собирала подсолнуха. Сажала, мертыны сажать. Посадила, оказывается, почему так много подсолнуха посадила, оказывается. На Акташе продавая, она на дорогу, чтобы уехать, деньги собирала, оказывается. Вот ведь как мальчик.
и не подумаешь, да? Антон и тоже, не, получается, не подумал. Мгм. Оксана сама себе подумала, оказывается. Здесь жить мне все равно я все равно не смогу. Да, А, не по своей- вытерплю даже, если, ну, Да, не точно вытерплю. переводить, Ага. не вытерплю. А щамены с малпам по-своему подумала. Там, по-своему подумала. Ага. Да. Щам это вообще характер. Щам из урод. Плохой характер у нее. А здесь это щамен, это по характеру. Щамен. когда сравнительная степень. Да, получается, да. Конструкция. Ну да. Мгм. Оксана по-своему подумала, оказывается. Здесь жить я все равно не вытерплю. На родной край, за родным краем скучаю и засохну. Скучаю Зачахнуть, чахмыны, чахнуть, да? скучаю по родному краю, зачахну. Да. Мгм. А Антон за мной не поедет. У него своя мама, свой родной край дорог. Ему Да. свой родной край дорог. Да, поте здесь кажется, то есть дорогим кажется. Не прямой глагол потыны, поте или ете. Это вот мы на прошлом уроке тоже у нас было. Здесь я потыны, етыны в значении кажется. Да? Дорогим выходит. Да, дорогим выходит. Как бы. Угу. Говорят так, конечно, но дословно понятно. И вот это выражение чидыны, я его тоже вам, по-моему, выписала. Да, видите, чидыны, у него нет прямого перевода на русский. Вот обычно он в форме чидонтем используется. Нестерпимый. Чидонтем, эше, например, мой закадычный друг, от кого нельзя оторваться, с кем нельзя расстаться. Или чидонтем гужему йос. Это вот вечера, когда так тепло летом, да, и хочешь вот ловить это время. Угу. Вот, то есть и здесь тоже мы можем перевести, не сможет расстаться. Не сможет расстаться, да, от своего родного края. Одной уехать не даст. Не разрешит, даже на дорогу не пустит. Ага, не отпускать именно, да, значение? Угу. Даже на дорогу денег не даст. Угу. Оже. Татын Вань назвала, он здесь все понятно, да, на этой странице? Да, Бен. Мишко Мажвань. Людмила, ты татына? Татын. Лыче, пожалуйста, дечь бурещ. Нож мазы, щулемез, вот это. Я же это не сильно Первая готовилась. страница, последний абзац. Я к первому занятию, к вчерашнему готовилась. Ну, тогда смотрите, если вам сейчас сложно, Но это тоска, но это сердечная тоска, наверное, да? Так вы сначала прочитайте, потом переведем. Не Но шмазмис тюлемес, но кизину уткуты. Уд. Адык полги раз сычем алпан пырем бере, аслыстыс, аслыстыс и клестем нисо. Вот ты нит шунды берган ир берган. Коняки улыса, Оксана Лен, телеграм моес вуис, созе и не гуртыс ты мы почтальон тодем. Антонез лыгоштем, вождеен вай, лушкемен кошкемелы, мукет семен мыным листемы эзлуы. Мон петаны тоне алино яратесько, малпатки, коть тунейк мондори лыкты. Нож дорат моне эн возьма, мыным кыклы, мынам кыклы, люкискеме углуы. А та бери берыктом, а теперь переведем.
Значит, от сердечной тоски никуда не денешься. Ну, Как бы буквально это не не схватишь, отпускает. не схватишь тоскующее сердце, то есть его не спрячешь, его не остановишь вот в таком Нет, значении. да. Один раз голова, один раз это понятно, в голову вроде того. В голову, да, В голову заходит. Да, такая мысль. То есть вот здесь имеется в виду, что Оксана решила уехать в свои родные края. Мгм. Вот один раз к ней в голову пришла такая мысль, зашла такая мысль в голову, и темнисо, и она сделала И она ее по-своему. исполнила. Да, и она сделала Да. по-своему. Угу. Вот вам подсолнух, голова как бы повернулась. Головокружение, Йырберган. Головокружение, да. Да, но тут смотрите еще какая история, да, Йырберган это буквально головокружение, но есть еще растение, которое Йырберган называется, болиголов, знаете, наверное, да, белые цветы, зонтичные такие высокие. Мгм. Наешься семян, и все будет как надо. По названию. Да. Но ядовитый. Сколько-то прошло, Да. сколько-то Через пожила. какое-то время, Через да. какое-то время от Оксаны пришла телеграмма Ага. в нашу деревню почтальон. Нашу деревню почтальон Почтальон Тодем. знал почтальон, То да? есть об этом уже из нашей деревни почтальон узнал, оказывается. Угу. То есть, видите, тут как бы не Антон это рассказал деревенским. Вот дальше, что случилось между ними, это почтальон узнал каким-то образом. Ну, это Ну, телеграмма. от другого почтальона, да. Ну нет, с другой стороны, это телеграмма, она же открытая, она Открытая, же запечатана, конечно, он да. тоже прочитал и всей деревне разнес. Что он узнал? Вот. Антону пишет, написала: прости меня, пожалуйста, что я скрытно уехала, украдкой уехала. Да. Другого пути мне сделать это не было. Да, по-другому сделать не могла, да, если буквально переводить. Вы правильно переводите, я просто, чтобы всем грамматически было понятно, пережевываю еще я такой больше, так сказать, к тексту прижимаюсь. Да. Я, говорит, тебя, конечно, и сейчас люблю. Угу. Подумаешь, если хоть сегодня ко мне приезжай, но меня к себе не жди. Не жди. Так, как мне в двух местах не быть. Да, разорваться на две части не могу. Надвое, да. Шанер. Улёш. Да. Кыклы, я думала, что это мне во второй раз расставаться не хочется. Типа от родного края отрываться второй раз. Кыклы люкишкеме именно мне делиться на две части. Кыкетизе люкишкеме во второй раз было бы. Кыкетизе. А тут кыклы на два. Да, на два. Угу. У мой Олёш. Могу еще спросить, там вот Оксана Лен телеграмма ес вуиз. Я бы интуитивно бы сказал Оксана Лейшна бы. Это... да, тоже хороший вариант. Оксана Лейш телеграмма вуиз. То есть можно и так, и так. Да. Ты никиче учирвал милям гуртын пияш. А то шишкот адемикот китын ноулыны дыша. Уг дыша. Так гина, дыша мамал коричке. Нож аслыштыс шулымза елам шырпу виш тыса воже. Со шырпу ас шайре длэш мазмон. Ма ваньдыр палас сычеу сызно. Тон соя коть гурвылы пуктыса вож, сотыны там мы нам самой яратуно интея шувоз. Но Оксана тини Антонас киче яратывал. Однако та паланулыны эс чида, вардышке музымес ас бордас кыскиз вормис.
Антонно кышнезе туж яратевал жикено. Татышкашкины эзнивормы. А найзе куштеса эскельты. То-то пияш. Мгм. Вот такой случай был в нашей деревне. Хлопче. Парень. Парень. Хлопчик. Так Хлопчик. не Чувак. говорят? Так не говорят русские? А ты говоришь, человек хоть где жить, хоть где привыкнет жить. Нет, Мгм. не привыкнет. Так только только притворяется, Ага. что привык. Мгм. Но в своем сердце постоянно держит держит причиняющую боль занозу. Это заноза тоска по родному краю. Мгм. То есть здесь постоянно не человек держит, а заноза держит в боли, вещетыса, заставляя болеть. Да? То есть вещетыса – это каузативный глагол. Вещены – это болеть, а вещетыны – заставляя болеть. То есть, но у самого все время заноза сидит, заставляя сердце болеть. И эта заноза – это тоска по родине. Так, вот это вот я не совсем понимаю. Ну что возможно среди таких? Угу. Ты ее хоть на вершине горы держи? Нет, гур – это печка. Печка. Ага, печка. Угу. Ну, то есть есть, наверное, такие палац, что сызно тут которые можно... которые хоть в печке считают, что их самое родное место. Нет, гурвлепук тасовой, хоть на печку которых... посади, да, то есть да, место. но я так имел, и хоть на печку посади, а они говорят, самое любимое мое место. Подождите, а почему мы не говорим Мавандер палац чосыс, то есть, а что есть, наверное, среди нас и такие, которых на печку? Если бы среди нас было бы паламы. Паламы, да, паламы, а тут среди них. Палац тут даже, что ли, после лог, что ли, приспосабливается к личному этому? Да, в удмуртском языке после логи меняются по падежам и присоединяют лично-притяжательные суффиксы. А тогда про кого его он говорит? Тогда пелас среди его, среди... Есть, наверное, такие, я так понял. Пелазы тогда. Здесь вот в удмуртском языке очень часто, вот помните, и на прошлом уроке таит, таосыз, да, то есть иногда бывают эти лично-притяжательные суффиксы, непонятно зачем присоединяют, но они некоторую экспрессивность и некоторую близость к говорящему, ну, создают, что ли, да, то есть здесь не пытайтесь понять, к чему. Угу. А как в итоге понимать вот это предложение? Палас там, где? Там, где палас. То есть... Вы можете убрать палас слова, и ничего не поменяется. Нет, я просто пытаюсь понять, какой они смысл вкладывать. Как бы, то есть... это какой-то... Я саму мысль просто не понимаю в этом предложении. Но есть и такие. Ой. Нет, ну мы также по-русски говорим, но есть среди нас и такие. Ой, не нас, а среди... Я то есть и по-русски не понимаю эту мысль. Вот в чем проблема. Что не все одинаковые. То есть есть группа людей, мы, и что среди вот этих людей есть и такие,
тот, кто рвется на родину, а есть и такие, кого посадишь на любое место, и он будет говорить, мне здесь хорошо, я здесь буду жить. То есть вот эта печка предполагается, что она просто стоит где-то не дома. Это не родная это. Нет, это противопоставление, что вот Оксана рванула обратно на Украину, да, ее потянула родина. И тут образ такой представляет, что есть теплое место, печка, где тебе комфортно, да, но с другой стороны это же ограниченное пространство. Ну, то есть, как бы, представьте себе быть, там, 33 года пролежать или просидеть на печке, да, как бы, кто это захочет? Но вот он говорит, что вот есть те, кого посадишь, и кто будет говорить, что это самое классное место в мире. То есть все люди разные, суть в том. Хорошо, спасибо. Но Оксана, вот как Антона любила. Однако, так, почему Таполан? В этих краях. Однако в этих краях. Да, в этих краях жить не выдержала. Так, на свои родные земли. Так. На родину, да? Так, вот это вот кис-кис, то есть... Родина, да. Потянула. Родина на свою сторону потянула и победила, выиграла. Да. Помните, какие выражения есть устойчивые с глаголом «кыскыны» — тянуть, где не так очевидно физическое тянуть? Тамак, кыскыны. Да, курить. То есть курить — это тянуть сигарету, да. Дальше еще какое было одно выражение, как минимум? Что было ведь еще? Корову доить. Как бы? Скалк. И еще лицо завялое, что-то типа лицо мое растянулось. Кыстышкны. Это уже корень один, да, но это уже растянуться, это возвратный глагол уже. Так. Антон жену сильно любил. Однако отсюда его уже не утянуло, и мать, бросив мать, не уехал. Куштасаскельты не оставил, бросив мать, да? Кошкны азни вормы, то есть не победил уехать, то есть не справился, вот, можно так сказать. Да, то есть как бы сюжет... Не смог уехать, да. Умой. Артем. Ты пукхем бере, салкым Луис, мынам вылтыртым юзыр орчиз. Гуртын чалмыт кытышке бусыш, гене трактор куара кылышке. Кынула грыны куцкилям ини. Со куара я вокщо ише. Чалмес соберенош ик матынгес кылышкыны куцке. Джит омыр шуде. Шеди контем гене бугяры яшке. Бугыр яшке. Ну на зелен. Кылем. Шуны тес уй салкымен сурашке. Урт пумын шудон пелын ныльос кыржаны куцкизы, кыржамзы туш чилкыт кылышке кыдёкын кено. Лучше дальше дочитать. Песню прочитаем, да, 2 строчки. Бен важи, но эт важи, тек, вез тим кошкид.
Ага, умой. И тут, смотрите, да, как интересно, тут получается вот как раз Красильников, это, наверное, первый удмуртский писатель, который начал вот такую параллель, да, делать, что он параллель чувств человека через природу Да. передает, да? Началась лирика, да. Да. Переводим, Берегтышко. Ну, тут мне будет тяжело. Нормально. Солнце садилось потом. После захода солнца, бере это после, да? После, да. Салкым. Стало Холодно. прохладно. Прохладно. Да, кежит это холодно, салкым это прохладно. Мне. Юзырочис дрожь прошла. По телу. Да, Да. вылтыртим это буквально по, ну, как бы по поверхности моей, то есть по телу Моей. по-русски. Да. Мы нам вылтыртим юзырочис, то есть по мне пробежала дрожь. В деревне. Можно спросить? Да, можно. Там вот это вот слово вылтыр, Да. как туловище, а вот этот тим как-то совсем непонятно выглядит. Нормально. Это падежный показатель и показатель притяжательный. Да, вот вылтыр – это само существительное, ти суффикс по поверхности – это падежный суффикс кти, вылтыр ти, а м указывает, что это мое, да, по моей поверхности моей, да. А Жвантишко, Артем? Деревня. Чалмыт. Шип, чуз, тихо. Который? Кытышке откуда-то. Откуда-то. Из поля. Откуда-то из поля, только трактор Куара доносился. Да, слышится голос трактора, только, то есть в деревне тихо, только откуда-то голос трактора, звук трактора доносится, слышится. Кын это зябь, как я понимаю. Кынуле, вообще кын это кын, что-то замерзающее. Да, но... зябь это под это самое, под снег, который пойдет. Озим. Да. Или озим, да. Озим, да. Озимые стали, то есть стали сеять озимые. Да? Пахать. Уже. А я нашла это как осенняя вспашка. Это, видимо, термин такой есть. Озим, так и есть озим, да, озим. Нет, не озим, а осенняя вспашка. Я написала, начали уже осеннюю вспашку. Ну, это и есть озим. То, что на зиму. Ну, озим же это сажают рожь озимую, а кынулеграны в моем представлении это вот немножко подхватила уже землю, она застыла и спахали. Но пашут ли вот просто так, без Нет, посадки? просто так ради прикола не пашут. Ладно, я уточню своих родителей. Они спашут и посеют. Да, спашут и посеют. Озимые это называется. Озимые посеют, да. Так, ага. Сокуара я в общем, да. Его голос? У трактора. Да, голос трактора. Я вокщо, вовсе. То совсем, вовсе, да. Вокщо, да, вовсе. пропадает, ишины, да, исчезать, пропадать. Чалме, чалмыт, чалмыны. Чалмытын у нас было тихо, а глагол, соответственно. Ну, затих. Затихает. Потом, но уже... Матынгес, да? Ближе. Уже ближе. Слышно. Да, начинает слышаться ближе.
Да, потом начинается слышаться ближе. Вечер. Тут джит вечерний, тут как прилагательное переведем, потому что омыр это воздух. Вечерний воздух, шудыны. Ну, вот мы с вами любим вожодыр шудыны. Играть, да, играет. Да, вечерний воздух играет. Только. Бугыряшке это Клубиться, да. Шадышконтем от глагола шадыны чувствовать, а шадышконтем незаметно. Неощутимо. Неощутимо только клубиться. А я написала бесчувственно. Бесчувственно? Да. Играет, бесчувственно играет. Ну, это как-то уж слишком. Нет, тут про воздух, что он для человека неощутимо клубится, да? А тут высокая лирика. А я думала, он имел в виду, что бесчувственно, что воздух как бы против него, скажем так. Его не понимает. Да. Ага. Но это неправильно, да? Бесчувственно вообще этого перевода нет, да, здесь? Нет, шадыны – это вообще чувствовать. Ну, а шадышконтем – это бесчувственно. Да, неощутимо. Неощутимо. Разные чувства. То есть шадыны – это чувствовать, ощущать. Да, ну, а штем с суффиксом тем я вот решила, что бесчувственно. Ну, неощутимо. Шадышконтек бы, наверное, было. Что? Что бы означало шадышконтек? Нет, тут тек это к существительным добавляется или глаголом, чтобы сделать депричастие. А здесь суффикс он тем, он делает вот вунетон тем. Незабываемо. Да. Как бы вот как английское вот это был unbelievable. Осконтем, да, шадышконтем это, не знаю, нету, наверное, аналога в английском, что-нибудь unfeel был какой-нибудь. А слова шадышкон нету? Шадыны это чувствовать, шадышканы, шадышкыса типа аккуратно обычно это означает, то есть чувствуя. Я просто у себя в голове смотрю слово шадышкон, так это чувство, наверное. Нет, шадон это чувство. Шадон чувство. Угу. Ага, и последнее вот предложение здесь. Муна жилен клем шунатес. Дневной сон? Нет? Не. Тепло, оставшееся ото дня, мешается с прохладой ночи. То есть сурашке мешается, перемешивается. И это действительно, вот если вы в деревне были летом, ну, чувствовали, да, это вот бывает теплый воздух еще такой идет, с речки там холодный перемешивается. Вот здесь как раз про это описание. Очень красивое описание. Если вы это проживали, то вы знаете, о чем речь. Угу. В конце деревни среди шудона. Ну, здесь среди игры, да, обычно ведь по вечерам там молодежь собирается, там тусит. А это не означает гармонь здесь? Нет. Не означает, да? Орган, гармонь. Девушки поют. Да, начинают петь. Играть. Ну, играть, наверное, тоже, но здесь об этом не говорят. Кержа, мзы, ну, их пение. Их пение очень плаксивое. Чисто, чилкыт, чисто слышится. Почему сразу плаксивое?
Очень чисто слышится, то есть Слышится? чистые голоса не фальшивят. Поляну кырджало. Кыдёкынкино, хотя и далеко. То есть очень чисто слышно их голоса, их пение, хотя и далеко. Что они поют? Вожжены — это Звать. как? Звать ведь? Звать. Ну, звать, да, окликать. Окликать. Вот так вот. Что Мгм. такое словаре так. Вот тут интересно, у меня на самом деле полной версии нет, есть предположение, как это перевести. Ну, кличу, не доключуся. Ну, да, как-то так. То есть, Нет, смотрите, ты- я тебя окликаю, я тебя зову, ты не А отзываешься. ты не отзываешься, вот так Мгм. вот, да. Но это разные глаголы, да, Оля, возжены и возжены. Нет, Или- один и Да, тот да, же. тот же. А почему Подождите, тогда мы... Ваджи, то есть ты кликай, не кликаешь. Тут нет, я Почти. вожжены это повелительно. вообще издать звук обращения к кому-либо. Да, то есть я тебя окликнула, но ты не откликнулся, ты не ответил мне. Тут Здесь разные нету времена. слова «он». Здесь просто ты кликай, но не откликнешься. Нет, тут Нет. вожжи это первое лицо, просто опущено местоимение. Мон вожжи, Как будет повелительное от слова «вожжены»? важ или важи. И Понятно. никогда не будет в повелительном. Мгм. Либо краткая форма, либо «ы» на конце. Дважды ты не ответил. Здесь Поняла. А первое важи в какой? Почему разные окончания? потому Важи, а что тут что? мон важи, тон Ага. дважды. Эдважи, то есть это из-за отрицания. Да. Мгм. Первое, второе Слова. лицо. Да. Важи мон, а тон дважды. А ты Отрицание. не Да? ответил. Да, а ты не ответил. То есть это именно Что он вожжены. Эдвази? Вожжены — это именно звук, который к кому-то обращен. Это не сказать, да, это именно как бы откликнуться или кого-то позвать. Ну, я так перевел, да. И важитек вастим кошкит, не сказав ни Нет, слова, прошел мимо. рядом, Прошли, прошел прошел. мимо. Ну, тут я так понимаю, что девушка поет от имени девушек, поэтому это скорее про мужчину. Мгм. Угу. Если это не Как открытая перевели? любовь. Сейчас давайте по одному. Ксюша? Вожитек, как перевели еще раз? Ничего не сказав, не промолвив ни слова. Без отзыва. Угу. Спасибо. Мой. Так, Артем Дизмарк. Дунне Кадик, Вашкала Кырджан, Туган Чарыч, Яратон Чарыч, Перещ Интыштиз, Султыны Туртеневал, Монцуе Йоанным Юаненын. Дугдити. Но Шантона Ликытын. Антона Волни. Сыче уж зелуемпере, коняке улыса, а найзе сюеватиз, перещвалыни, ялан вищи сагес улиз. Собере ачизно кема эзничида. Сокем тузиему горыз бератаз, урдемпулы кельшины куцкизлы. Лыно кугине, шораз удучке. Нилоныштыз виркушкины куцкиз чахшызы. Сын волча гуртышты мы бичеслен выжзы но бриз. Хо-хо-хо маке салкын корички скорка пырыса и кумой лоз. Это пьяш. Квезут бы. Ну, дочитать или... Нет, давайте здесь перейдем, потому что у меня Да. слайд тоже отдельно тут. Ага. Да, ну дальше об этой песне, что старинная как мир песня о суженых, о женихах с невестах, о любви.
Старик попытался встать со своего места, но я с вопросом задержал, как-то так. Вот, Остановил его, своим вопросом. Да, я его вопросом остановил. А как же Антон? А где же Антон? Антона нет. Вот, да, что сыче ужзы, вот это вот что-то, это как бы дело прошло, да, так я понимаю. После того, как случилось такое дело. Да, после того, как случилось такое дело, ну, жил как-то, мать схоронил в земле, старая была и все больше болела. Так я понимаю. Подождите, Вот. там не дело. Там после такой его работы Нет, это все-таки дело. Это их дело, да. Как это дело случилось у них? Какого дела? Вот, да, ну ужзы, да, как случилось. Ну, дело тут имеется в виду как ситуация, как случай. После такого случая. Вот. А это точно, да? Вот вы прям чувствуете, что это так, да? Да, прям 100%, что это не про работу. Да, это как-то вот не просится здесь. Нет. То есть так говорят, да? Так можно сказать, сыче ужзы, Нет, сказали бы сыче учерзы лэмбере или ож лэмбере. Вообще бы сказали без существительного. После того, как так случилось, так бы сказали. То есть вообще я бы даже существительное не ставила тоже. Ну, может быть, это калька с русского, действительно, может быть, пролезла. Вот так вот, да. Ну, значит, да, то есть он сколько-то прожил, мать схоронила в земле, была старая, все как-то так, все больше болело, видимо. Да. Вот, да. То есть здесь тоже, видите, глагол улыны, он не переводится как жила, болея, да, большей частью болея, а именно вот была, больше болея. То есть да. улыны здесь как бы длительность подчеркивает. Помните, это находиться в состоянии. Да, находиться причастие плюс улыны, да. А потом сам долго не протянул. Вот, да, так я понимаю. Вот, такой был красивым, такое у него было красивое тело, а потом как стало походить на поникшее дерево. Урдем-пу. Что это, как вы перевели? Поникшее дерево, да. Я перевела. Как? На дохлую собаку. Ну, хороший аналог. Это смелый, конечно, вариант, но... Словарь дал, что это как бы деревяшка, ну как бы дрова, поставленные стоями. Да, урдыны — это подпереть, то есть это палка, которую... Да, то, что вот это как бы прислоненный, притуленный, я привел как поникший. Я решила, что улыны, поэтому... Нет, поникший — это все-таки разное. Урдем-пу, тут, мне кажется, несколько моментов, почему этот образ использован. Это, во-первых, мертвое дерево. Во-вторых, это дерево, которое не самостоятельное. То есть поникшее дерево, оно еще стоит, да, оно поникло, но оно еще на своих ногах, скажем, на своем стволе. А урдем-пу — это уже как бы дерево, которое не может самостоятельно стоять, оно уже... Тогда трудно перевести на русский. И бератаз здесь можете перевести как впоследствии. То есть его статное, здоровое тело впоследствии стало походить... Вот на это дерево. Пу — это... Вот смотрите, да, писпу — это дерево, но пу — это уже дрова. Бревно, доска там, да, или что. Пу — это уже мертвое дерево. Да. Ну ладно, да. Дальше лыну-ку — это кожа до кости. Да. Да, на него смотреть на него было как-то, на него не посмотришь. Ну да, на него не посмотришь, да, можно так перевести, хотя грамматически... Из горла кровь идти начала, говорили, что чахотка. Да, вот здесь тоже, смотрите, есть черты,
это горло. Нилон – это глотка. Нилыны – глагол, финно-угорское слово глотать, да, нилон. Оттуда из глубины, да, так скажем, из горла. Истис – это же легкие, по-моему. Нилон. Истис. Нет. Ты это легкие, но здесь же все вместе нилон и штыз из его глотки. Это притяжательно, это через глотку. Ага. Так, ну, значит, вот и с ним вместе в нашей деревне закончился род Бичеев. Да. Угу. Да, так вот все грустно. И дальше он уже, ой, как прохладно. Ой-ой-ой, да. Вот микрофон пусть выключи. Я не могу найти. Или телефон можно выключить. Нет, это не телефон. Ага. Ну и да, так, ой, как прохладно стало. Хорошо бы домой зайти. Пошли, мальчик, пошли, так сказать, парень. Всех слов не закончишь как-то так вот. Иначе всех слов не закончишь. Да, разговор не закончишь. Клезут бытты. Да, буквально слова не закончишь, то есть разговор не закончишь. Ага. И, Ксения, поможи, озвучи, пожалуйста. Коркапы, пельшерам, килышкис, наныл йослен, гурт пумын кырджамзы. Кемау чалот, жит шейтот, мон кадиаратон туганде. Оксана Онтон, но самый тачееш джит шошен кырджаса пуковалдыр. Когда мы зашли в дом, в ухо послышалось еще деревенских девушек, девушек с конца деревни пение. Вот здесь корка парыкумы, здесь не корка парыса, не зайдя в дом мы услышали, а когда мы входили в дом, да, если через дверь, точно, да, то есть тут вопрос именно когда, суффикс ку, где причастие. То есть пельщерам клычки, буквально за ушами послышалось пение девушек на конце деревни. Ага. Долго будешь искать, мало найдешь. Как я, твоего любимого друга. Твоего любимого, как я. То есть суть в том, что такого другого уже не найдешь, сколько бы ни искал. Ну или там найдешь, но редко. Ожидший кто-то. Ага. Маловероятно. Да, маловероятно. И предмет из предложений, последнее предложение. Антон с Оксаной в самые такие вечера сидели вместе, певая, пея. Напевая можно. Певая, наверное. Пая. То есть они тоже в такие вечера пели, наверное. Ну вот пумыс, да? Грустный пумыс. Да. Давайте, коньяки, давайте немножко обсудим, да, текст. Во-первых, тут небольшой квиз. Попробуйте по всему, это вообще по всему произведению, да, попробуйте вспомнить. Во-первых, ответьте на вопросы. Монлы джиш, я читатель. Кельтем интосы кулек льёс пыртале. Поставьте в пропущенные места нужные слова. Попробуйте. А где я сама это что? Вот я раскрыла, видишь презентацию? Адичко, да. То есть вижу. Тут предложение, 3 предложения. О, ничего себе. Вот мне кажется, 2 вы сможете сделать, а вот 3 я сама не помню. А откуда взять слова? Просто из... Вот вы прочитайте и вспомните. Мы вот разбирали эти предложения. Вот мне кажется, Людмила и Марк, вот 2 предложение вы точно знаете. Уй-пику, уй-пик-ки, силёс,
Но кизикаремис поте, озика роз. Да, совершенно верно. Ночная кукушка, да. Вот вы были те два человека, которые знали на русском это выражение, которые не знали мы. Вот. А вы разве не знали? Нет, Да. я не знала вообще, первый раз такое услышала. Ну, я в словаре посмотрел. Ну, это же понятно, что жена, это имеется в виду, что жена, любимая женщина, женщина, с которой спит мужчина, она все равно перекукует всю родню всех, кого он там, всех кто его окружает. Вот что ему будут говорить, но ночная кукушка всех перекукует. Это, да, понятно. Вот. И первое тоже... Сердце, но я забыла, как будет сердце по-удмуртски. Сокочку, но мы шулмас интезешита. Да. Но тут помните, там еще, что в сердце больное место находит. Мне кажется, вот так было. Сокочку, но шулмын или шулмыш вэш интезешите. Да? Что почему всем так нравятся грустные песни? Потому что грустная песня, она всегда найдет больную точку. Вот. А последнее, берпумет из асвордским шайрат, то есть у себя на... Душческое. Да, ну там что-то, какой-то предмет такой. Ну давайте это будет на подумать. Ну, это надо текст смотреть. Да, это текст. Давайте вот «Много желань» посмотрим дальше. Узнайте вот по словам. Вот ведь качалуэ. Вот кто это сказал? Вот ведь качалуэ. Вордышкем интиес коть кинлык дуноно мусоно поте, но шадями дыше дунилан коть кот палас кошкасаноуле. То есть вот ведь как бывает, да? Всем родина близка. У меня есть вариант ответа, да. Да, Перещ. Автор? Нет, Перещ это сказал. Не, вот я... Это автор сказал. Ксюша, да, вот автор или Перещ. Ксюша, как ты думаешь? Перещ или автор говорит, что вот все привыкают? Сейчас... И Артем как думает? Я думаю, сказал Перещ. Я, кстати, нашла третье это... Я и на второй ответ знаю. Смотрите, вот да? Нет, вот в первом про мусопотено шадями дыше это сказал автор. Он говорит, вот ведь надо же, да, всем родина близка, но все равно все уезжают и привыкают. А старик на это говорит, нет уж, нет, он только делает вид, что он привыкает. И начинает рассказывать историю про Оксану и Антона. То есть, да, это вот автор. Это Пияш. Да. Угу. Да, может быть, да. А вторая ответ точно первый, Кышноос. Да, общение чальмидоры, чошпуком шулдергеслос, это действительно Кышноос. Ксюша, асвордским шайрат, что там? Да, щеднядноческотпоте, да. И черный хлеб кажется вкусным. Ага. Герой Йосты был тусия тодма. Узнайте героев по описанию. Ажвовечно тузилуем, мы юклежем, мугорын тазамем, мултес селезовел. Антон. Ага. Тут они еще Антон еще. Онтон. Да, Ванька соглаш, все согласны. Антон, согласен. Мугорын ладват, крестьян уже саджиса буде мынлыща. Это Оксана. Оксана, шаня. Сижил зорьез куцки зыно, вокщо шуяз, пужмерен кутем шашка шамен ня кыртышки, скрджа мышно дугды, сура мышно аджилы угнилы, собере ужаны потонезно куспетилы, скиншарышта. Опять Оксана. Оксана. Ага, да, то есть вот здесь, когда она поникла. Угу. Умой. Учке, таче юан. Мармал пашкоды Оксана, но Антон шарыш. То есть поставьте себя в ситуации Антона или Оксаны, да?
То есть это... Сейчас, подождите. Сейчас открою. Мон Оксана ке лусал. Да, если бы я была Оксаной или если бы я был Антоном. Да, например, Куцки, пожалуйста, Людмила. Мон Оксана ке лусал, мар мон карысал. То есть ваша позиция относительно Оксаны. И если бы вы были Оксаной. Мармал пашкот. Мон вити карте. Ага, вот смотрите, да, это у нас сослагательное наклонение. Луисал. Везде к глаголу вы ставите суффикс сал. Бы. Мон Оксана ке луисал. Мон. Витсал. Витисал, да? Да, ждала витисал. бы. Угу. Я бы ждала мужа. Да, мужа. Откуда? Антоне, Куда? Антоне, да. Антонес витисал. Кытын. На Украине? Нет. Или осталась бы с Антоном, да? Да, осталось бы с Антоном. Ну, как это вот глагол? Кылины. Кылины, Антонен. Антонен. И глагол кылины вам надо сделать вот с суффиксом сал. Осталось бы. Это будет Кылисал. кылисал. Угу. Ой. Ой. Алло. Алло. Угу. Артем Выс, Ксюша. Угу. Ксюша, тон Оксана келусал. Мон Оксана келусал, мон Антонен чош улысал. Угу. Как сказать, я бы выучила удмуртский язык, научилась бы удмуртскому языку. Мон удмурткалы дышецкисал. Шанер, тоже мой. Артем, да, ну давай Антон келусал. Он Антон келусал, мон Оксана эн шайер ын мынысал, но вот, как сказать, попытался бы я увести обратно, это я не скажу. Ага, то есть ты бы поехал за Оксаной, да? И попытался бы увести обратно пару раз. Ага, сейчас, значит, во-первых, за Оксаной. Оксана щеры мынысал, но сое берен ваисал в мешке. На коне. На коне, да, лучше. Мон Антон келусал, Оксана щеры мынысал, но сое берен ваисал. Берен ваины, да, обратно привозить. Так. Вал. Вал вылын на лошади. Олёш, тон, мармал пашкот. Он малпоме эвел. Как сказать, я бы не был Антоном.
Или я не хочу быть Антоном. Как бы это? Мон ойтоме луеме укпот? Минам онтон луэме укпот. Я не хочу быть Антоном. Марк. Интересно. Рамон Антон Кел Сал, Оксана Лен Телефоназ, шпионской программа З, Пукчесал. Пуктысал, пуктыны. Пуктысал. Оксана Лен Телефоназ, шпионской программа Пуктысал. Пуктысал, да. Маламон. Ты же мой. Тогда не было телефона. Ну да, тогда не было телефонов. Так, и вот еще курьез, да, то есть еще вот слова, которые в этот раз были. То есть, смотрите, малпаща злуй, да, или аджиш мараща ивал, то есть там, где причастие плюс либо луны, либо ивал глагол, мы на русский переведем, что глаголом, да, не через причастие, не было думающего, малпаща злуй, никто не подумал, да, мы переведем. Аджиш мараща ивал никто не видел. Оломар куспын быстро, оломар щамен, что у нас там каким-то было? образом. Каким-то образом, да. Образом, и вот как глагол чудыны, да, мочь. Чудыны, мочь, да. Чудыны углуи, глаз не оторвать, то есть нельзя оторваться, расстаться не вмоготу, да. То есть он не только отрицательный, он и положительный тоже. Ну, если расстаться не вмоготу, это положительно, то да. Докадычный друг, конечно, под это. Оломар куспын, это как? Оля, Оломар куспын — это быстро, молниеносно. Я тут еще пример давала. Вы, наверное, возможно, вы слышали, Людмила, катимар. Очень быстро. Катимар. Типа катимар. Катимар. И вылтыртим юзырорчис, да, по телу дрожь пробежала. Тоже часто... По телу дрожь подержала. Еще очень часто говорят юзер кежерлуи. По мне дрожь побежала. Да, то есть тут мухты любят парные. Юзер кежерлуи, нет, это когда у вас маленькие пупырышки на теле появляются, это от холода, от страха, да, то есть... Да. Разные причины бывают. Вот. Можно спросить, да. А вы не видите определенное сходство со условно скажем, ну, чидыны и чидыны? Нет, потому что это разные звуки. Ну, это для вас совершенно разные вещи, совершенно разные глаголы, их вообще нельзя сказать. Да. И чидыны, говорю, у него нет аналога в русском языке. Чиданы — это терпеть. Это опять мы возвращаемся к это наша любимая тема, да. Да, это наш любимый глагол, чиданы. Я просто вижу, что это почти одно и то же. Да? Я воспринимаю как одно и то же. Только точки отличаются, да? Вот. И давайте вспомним еще, вот на прошлом уроке у нас была такая грамматика. Во-первых, вот многие, да, вот на этом предложении запоролись. Антон велдыря. Вот так сделаем. Антона велдыря. Когда Антона не было, да, велдыря. Во время, когда Антона, отсутствие Антона, да. Ваньдыря. То есть, если когда-то что-то имеется, да, например, лымы ваньдыря. Лымы ваньдыря пасен не склано. Когда есть снег, надо кататься на лыжах. Хорошо, да. Это вот, дальше. Вот это тоже часто встречалось у нас. Перестать что-либо делать. Да, горшок джук почтамыш дугдис, да, вот предложение у нас было 2 года назад, Марк, может быть, помните про горшок, который варил, да, и тогда мы первый раз его нарисовала. Встретились с этим выражением, то есть перестать что-либо делать, мы делаем конструкцию от глагольное существительное, ем, с суффиксом ищ, и глагол дугдыны, то есть это надо запомнить, что это мон
например, ну, допустим, мон, сейчас. Ну, вы это мне написали в комментариях. Да, я, да, кстати, да. очень это самое, да. Ну, я хочу, чтобы все тоже на это обратили внимание. Да, Мон, да. силь, да, силь, щия, мышь, дугды. Я перестала есть мясо. Мон, силь, щия, мышь, дугды. Да, то есть вот Как бы раз мышь щия, это ведь это же отделительный падеж, да? Как бы от. Ищ, откуда? Кытыщ, да? Ага. Откуда, да. Дальше вот тоже вопрос, да, у Марка был, и на уроке тоже всплывал. Да. Почему толет, почему таит, да, почему вот этот суффикс «эд», почему суффикс «ид», да, это все второе лицо, суффикс второго лица, притяжательный суффикс. Я понял это, да. Да, то есть но это вот... мы тем самым текст приближаем к спикеру, ну, или к слушателю, да. Это часто бывает... в поговорках, во-первых, встречается, и плюс в негативном ключе часто используют, типа, вот, например, предложение «Тайт шитно пощтано угвала», да это твоя и суп варить не умеет. Да, твоя. Да. Глагол «потыны» «етыны», да, очень часто у нас встречался и в этих текстах, он в значении «кажется», «дуно поте», «мне кажется дорогим», «чебер поте», да, то есть «мне кажется красивым». Да. Кожаны, малпаны, тут есть небольшой нюанс. Малпаны – это более конкретно, то есть я подумал, кожаны я представил, как бы представил. Да, представь себе, вот кожалот, представь себе, видимо, так вот такое слово паразит здесь. Вот, деепричастие плюс улыны, да, про состояние какое-то, да, длительное процесс какой-то, в котором мы находимся, да, например, пыр лэштишкасаус, он все время строился, да, то есть это вот про Артема мы можем сказать, что толбыт лэштишкасаус, он всю зиму строил дом, да, всю зиму строил. Толбыт. Да. Луны быть в состоянии, да. Да. Это вот, да, быть в состоянии стройки. То есть он не жил строя, а именно находился, пребывал. Куаж лумбыт зорысауис, да, где причастие носа с глаголом у луны. Погода весь день шел дождь, да? Погода весь день дождила. Оксана ест татынок нас мазмысаулос. Не будет жить скучая, а здесь Оксана будет в одиночку скучать. Малпасаулем, сонас помнас ожи малпасаулем леща, тоже он, видимо, так про себя думал. Да? Вот. Значит, вон урок мы, да, у нас с вами 19 числа в субботу будет урок в час, потом, смотрите, у меня 22-го поставили, короче, корпоратив, поэтому 22-го я точно не смогу поставить урок, поэтому, смотрите, 26-го вы еще на связи или уже все в Новый год погружаются? Или суббота 26-е? Я буду на связи. Суббота 26 я буду еще можно, медленно погружаться, но на связи. Ксюша? Я буду на связи, когда скажете. Хоть 26-го, все, тогда 26-го. В Чехии, наверное, да, вот гулянка уже рождественская. Ну, 26-го в субботу мы встречаемся. В час, как обычно. То есть, смотрите, мы с вами в эту субботу 19-го встречаемся и 26-го. Домашнее задание, что будет на 19-е, да, на это? Во-первых, не сильно большое. Не-не-не, я вам дам предложение на перевод. Да, отправлю по тексту Оксана. Вот, постараюсь прямо сегодня вам прислать уже их. И мы с вами разберем деепричастие, то есть у нас
много деепричастий было, вопросов по деепричастиям, поэтому мы помним деепричастие, возьмем прям вот всю группу деепричастий. Конечно. То есть текста домашнего задания не будет, перевод предложений и на самом занятии деепричастия. А потом я вам уже дам текст на зимние каникулы, так скажем. А на 26-й еще будет. На 26-й небольшой текст дам, который мы как бы за неделю разберем, то есть не будет большого Вспомнила, текста. Оля, Да. вспомнила еще одну пословицу по поводу этого же текста можно. Знаете, наверное, «Изна моно пилискена, но адямилы чиданокула». Чидано, да, или чиданыклы. Чидано. Слышала, наверное, да? Да, конечно, это мы не раз уже обсуждали эту поговорку «Из номуно пилишкена адямилы чидано». Да. Да. Такая удмуртская поговорка. Ярам, тау баджим, спасибо большое, что пришли на урок. Ваньды шутацкелы, отдыхайте, предложение пришлю. И суббота, краснонале помещком. В субботу встретимся с вами 19 декабря. Да, да. Все, дечуэ. Дечуэ. Дечкал. Деча, что